В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. Конституция Российской Федерации. Этому своду основных законов нашей страны исполняется 25 лет. На протяжении этого периода она является одним из оплотов государственности России, о его значении для граждан страны в целом, о совершенствовании и современных взглядах на основной закон мы сегодня поговорим с гостем в студии. Это председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор Александр Николаевич Кимкимен. Александр Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Ну и говорим сегодня про Конституцию. В чем заключается ее ценность для каждого из нас, для каждого из россиян? Ну, конечно же, вы правильно подметили, что это оплот нашей государственности. И я бы отметил, самый главный факт заключается в том, что предшествовало принятию данной Конституции общенародным голосованием, который случился 12 декабря 1993 года. Я бы хотел отметить два факта. Это первое, 12 июня 1990 года Верховным Советом РСФСР во главе с Борисом Николаевичем Ельциным была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. И в то время, конечно же, формировалась уже новая власть. Почему? Потому что мы из плановой экономики перешли на рыночные отношения. Второй момент абсолютно важный – это 31 марта 1992 года, когда был подписан федеративный договор. На мой взгляд, федеративный договор является тем скрепом, на основе которого сегодня существует федеративная Россия, поскольку субъекты Российской Федерации, скрепя своими подписями этот документ, создали новую российскую демократическую федеративное правовое государство, что записано в первой статье Конституции Российской Федерации. Поэтому сегодня Конституция Российской Федерации уже прожила, как вы сказали, четверть века, и мы сегодня можем с вами поговорить о тех реалиях, которые существуют благодаря тому, что вместе с вами реализовывали эту Конституцию. Вот говоря про реалии, в октябре этого года в российской газете опубликовали статью председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина. Называется она «Буква и дух Конституции», и эту статью очень широко обсуждают. Как вы можете охарактеризовать ее в целом? Ну, в целом я могу охарактеризовать, что Валерий Дмитриевич Зорькин, председатель Конституционного суда Российской Федерации, очень крупный ученый, теоретик. Также он, конечно же, практик с точки зрения реализации положения основного закона страны. Безусловно, его статья вызвала определенную реакцию не только для специалистов, ученых, конституционалистов, но и широких масс населения. Прежде всего, конечно, тех людей, которые сегодня работают во властных структурах. Первое, я, конечно же, хотел бы отметить, что в этой статье Валерий Дмитриевич отметил, что у нас есть определенное социальное расслоение. Да? А на самом деле статья 7 Конституции Российской Федерации гласит о том, что Российская Федерация – это социальное государство. И при этом, конечно же, нельзя допускать, чтобы у нас среди работающих людей были бедные. Понимаете, бедные люди среди работающих, это же нонсенс. Но на самом деле фактически мы можем подтвердить, что определенный процент населения может признать себя, хотя они работают, но все время концы с концами сводят. Да? Или наоборот, те люди, которые представляют олигархические структуры, они, будем говорить, многократно имеют тот багаж финансовой, так сказать, крепости, о котором мы говорим, исчисляем миллиардами долларов. Поэтому, конечно же, все должно быть в этой жизни справедливо. И, конечно же, итоги той приватизации, которая была не совсем, может быть, законной или не совсем отвечала интересам народа, вот это происходило. Вот почему, конечно же, мы не должны создавать ту ситуацию, которая может быть как-то раскачает наше общество. Мы все заинтересованы в том, что Российская Федерация развивалась именно на основе демократии, на основе равенства, на основе принципов справедливости. Ну вот продолжая говорить про статью, в ней нынешними болевыми точками России Зорькин называет нерешенность социально-экономических проблем, включая недостаточную защиту социальных прав граждан, коррупцию, недостаточность политического плюрализма.
Ну вот вы отметили насчет коррупции. Вот у нас не проходит месяца, как крупного какого-то чиновника нам показывают по центральному телевидению, хотя он может быть даже в ранге главы субъекта. И его вот ведут в наручниках и нам рассказывают, что же произошло. Конечно же, это нетерпимое отношение. Те люди, которые приходят во власть, должны чувствовать ответственность, что это не личная кормушка, это доверие, которым это доверие прежде всего народа, поскольку губернаторы, они же избираются. Но, может быть, какой-то посыл есть со стороны высшего должностного лица с точки зрения и его доверия. У него же есть право, так сказать, отстранить высшее должностное лицо по недоверию. Поэтому они должны дорожить этим доверием. А с другой стороны, когда происходят такие факты, они создают почву, будем говорить простым языком, дурной пример для всех остальных. И тогда у нас получается, что на уровне муниципальных образований то же самое происходит, когда мы видим, что главу муниципального образования тут заковали в наручники и получается маски-шоу. Но вот это, конечно же, на население производит очень негативное впечатление, и люди, конечно же, недовольны таким состоянием дел. Вот почему борьба с коррупцией, она должна быть приоритетной. Вот почему у нас проводится антикоррупционная экспертиза всех законов, которые принимаются. И с этой точки зрения, конечно же, вы правильно это затронули. Другой вопрос, который вы подметили, у нас должно быть равенство между ветвями власти. Вообще суть власти заключается в том, что законодательная власть, она принимает законы. Исполнительная власть реализует эти законы. А судебная власть – это контроль, насколько правильно, единообразно вот это все исполняется. Вот в этой связи я хотел бы отметить, что на самом деле у нас вот с 2000 года есть словосочетание «единое правовое пространство». Но я как ученый, который специализируется по проблемам федеративных отношений, хотел бы отметить, что на самом деле было бы правильно применять термин «единое конституционное пространство», потому что вот этот закон основной, он должен быть заглавным. И все остальное должно соответствовать главному закону, основному закону страны. Иногда мы ловим себя на мысли и на практике, что может быть даже инструкция какого-то ведомства, будем говорить, налоговой службы и так далее, она может быть выше тех конституционных принципов, которые заложены. Вот почему нужно сверяться, должна быть кодификация всего законодательства нашей страны, чтобы не было, значит, коллизии внутри федерального законодательства. Потому что внутри федерального законодательства большой массив противоречий. И получается, даже судебная власть здесь, значит, входит в определенное сложное положение, как применить тот или иной закон и в каких случаях. Поэтому, конечно же, на перспективу эти вопросы должны решаться. А что касается взаимоотношений между ветвями власти, конечно же, иногда есть чувство, что исполнительная власть в некотором смысле диктует, потому что приоритетное право внесения законопроектов. Если мы рассматриваем аналитику тех представленных законопроектов по праву реализации законодательной инициативы, то получается самый главный законодатель у нас правительство. Понимаете? Вот. Во-вторых, конечно же, людей смущает то, что иногда вот мы чувствуем лоббизм, большой лоббизм. Что такое сегодня политика, что такое сегодня выборы в Государственную Думу, да? Ведь по большому счету там большие интересы заложены. Поэтому, так сказать, мало быть просто хорошим человеком или политиком, правильно? И такого вот отношения не должно быть. Вот почему Валерий Дмитриевич говорит, что выборы должны быть честными. Они должны быть прозрачными, и здесь не должно быть лоббизма, чтобы какие-то крупные компании именно в своих интересах формировали какие-то пулы, которые становятся депутатами. Вот Конституция Российской Федерации, она так или иначе повлияла на развитие нашего региона. Вот хотелось бы поподробнее, как она повлияла. Но здесь я хотел бы отметить, что, конечно же, Республика Саха-Якутия, в особенности первый президент республики Михаил Ефимович Николаев, а также Верховный Совет Республики 12-го созыва, они сыграли исключительно
такую важную роль при формировании новой российской государственности на федеративной основе. Почему я это говорю? Потому что у нас вот декларация о суверенитете республики, которая была принята 27 апреля 1990 года, некоторые этот документ могут даже воспринимать несколько как сепаратистский и так далее. Я с этим абсолютно не согласен, потому что это был документ, который был принят на самом деле в поддержку Декларации о государственном суверенитете РСФСР, где было заявлено, что мы будем развиваться именно в составе Российской Федерации. Да? Далее наши представители очень активно работали по проекту федеративного договора, по проекту новой Конституции Российской Федерации, активно дебатировали. Даже вот словосочетание «республика» в скобках «государство» это, будем говорить, благодаря усилиям наших юристов, которые в то время работали, и Михаил Михайлович Федоров, и Анатолий Дмитриевич Петраков, и Егор Михайлович Ларионов, вели очень такую активную работу, потому чтобы действительно тот основной закон, который принят, и 25-летие, которым будем отмечать, он действительно отвечал духу федеративных отношений, духу и интересам развития субъектов Российской Федерации, поскольку мы всегда отдаем себе отчет, что на самом деле, если будут сильны субъекты, то в целом будет сильна Российская Федерация, чтобы у субъекта была исключительно заинтересованность в развитии своего экономического потенциала, а для этого должны быть созданы соответствующие условия, которые позволяют все это делать. И второе, я хотел бы отметить, что у нас есть своя Конституция Республики, которая действительно подтверждает, что и в Республике Саха-Якутия наличествует триумвират власти, который представлен Государственным собранием Илтумен в качестве высшего законодательного, представительного и контрольного органа. Это всенародно избранный глава Республики Саха-Якутия, который координирует деятельность правительства как исполнительной ветви власти. И Конституционный суд Республики, который на сегодня осуществляет эту работу, потому чтобы все, что у нас происходит, соответствовало основному закону страны. И вы знаете, когда происходит инаугурация всенародно избранного президента или главы республики, он дает клятву именно на Конституции Республики Саха-Якутия. И вот в завершении нашей беседы, Александр Николаевич, как вы думаете, ждут ли нас изменения в основном законе в ближайшем будущем? В основном закон страны были внесены определенные изменения, они известны, они касались структуры судебных органов. Вы знаете, что раньше был Высший арбитражный суд, сегодня он кооптирован вообще в структуре Верховного суда Российской Федерации. Да? У нас также наличествует по срокам выборов президента и Государственной Думы. Кроме того, конечно же, расширился состав субъектов Российской Федерации с принятием в состав Российской Федерации Крыма и города федерального значения Севастополь. И я знаю, что у нас общенародный лидер, президент Российской Федерации, когда ему такой вопрос подобный задавали, он сказал, мы пока ничего не пытаемся менять, и он вообще-то подавал пример уважительного отношения к Конституции. Помните, в 2008 году, когда были выборы, можно было бы, находясь на посту президента, сказать о том, что давайте я буду и далее президентом пытаться вносить какие-то поправки. Нет. Он сказал, что Конституция незыблема, 2 срока подряд и ничего более. И потом работал председателем правительства, а через срок он опять баллотировался кандидатом на должность президента, выиграл и сегодня, так сказать, является тоже всенародно избранным президентом, которого полномочия подтверждены в марте месяце 2018 года. И, конечно же, мы рады тому, что и Айсен Сергеевич Николаев в этом году, в сентябре месяце, стал всенародно избранным главой республики. Мы сформировали Государственное собрание Илтумен 6-го созыва во главе с Петром Васильевичем Гоголевым. И я думаю, что на сегодня высшие органы власти, они действительно начали свою активную деятельность во благо не только республики, но и всей Российской Федерации, поскольку мы ведущий субъект Российской Федерации, самый крупный по территории. Поэтому я хотел бы поздравить всех якутян с этим прекрасным праздником, 25-летием Конституции Российской Федерации, и сказать о том, что Конституция, текст Конституции, он не просто лежит у нас на столе, да, он должен работать. А он будет работать только в том случае, если каждый гражданин Российской Федерации будет вносить свою лепту в реализацию тех или иных конституционных положений, потому что Конституция – это, будем говорить, живой организм, и от каждого
из нас зависит, как реализуется Конституция. Как она работает. Да, кивать только на органы власти нельзя, а мы должны задать себе вопрос, что мы делаем для государства, прежде чем спросить у государства, что оно сделало для меня. Александр Николаевич, также вас поздравляю с праздником, желаю успехов в работе. Спасибо, что пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.